конечно, знаете, зачем я вас приглашала. Нет, ничего не знаю. Вы все понимаете, но нарочно делаете вид, будто не понимаете. Для чего же бы это? Вы хотите воспользоваться моим положением, что я у вас думаю. В этом положении виноваты вы, а не я. Не вы мною приглашены, а я вами. И до сих пор не знаю, зачем. Я бы хотела ответить на то, что вы мне написали. Лично ответить. Мне стало жаль князя Льва Николаевича. В первый раз, в тот самый день, когда я с ним познакомилась, и когда потом узнала обо всем, что произошло на вашем вечере. Чего я боялась за него, то и произошло. Вы не могли его полюбить. Вы его измучили и кинули. Но потому вы не могли полюбить, что слишком. Нет, не гордыня. Я ошиблась. Потому что тщеславны, и даже не это. Вы себелюбивы до сумасшествия. Доказательством тому служат ваши письма ко мне. Вы этого простого человека не могли полюбить. И даже, может быть, про себя презирали, смеялись над ним. Вы можете любить. Один только ваш позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Будь меньше этого позору или не будь его вовсе, вы были бы несчастны. Вы знаете, он тогда написал мне письмо. После письма я стала ждать. Я догадалась, что вы должны приехать сюда. Вы не можете быть без Петербурга. Вы слишком хороши и молоды для провинции. Когда я вновь увидела князя, мне стало за него ужасно больно и обидно. Не смейтесь. Если вы будете смеяться, вы недостойны это понять. Вы видите, я не смеюсь. Впрочем, смейтесь. Поступайте как вам угодно. Когда я стала его спрашивать сама, он мне сказал, что давно вас не любит, и что мысль о вас ему мучительна, но ему вас жаль. И когда он припоминает вас, то сердце его точно пронзено навеки. Вы знаете, я должна вам еще сказать, я ни одного человека в жизни не встречала подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Вы знаете, всякий, кто захочет его обмануть, обманет. И кто бы его не обманул, он всякого простит. Вот за это я его полюбила. Вы теперь поняли, что я от вас хочу? Может быть, и поняла. Но скажите сами,